Ты бежишь, я тебя не вижу. Рассказывай, куда ты меня ведешь и зачем. Вот этот хороший солнечный день. В этот солнечный день мы идем на лыжную трассу озера Сайсара. Там хорошая лыжня, довольно-таки, относительно. А сколько у нас всего трасс в городе? В городе Якутске в доступности обычному человеку без машины 3 трассы. Ну, трассы, но лыжни имеется в виду. Вот Это здесь. Зеленый луг. То место, которое мы идем, озеро Сайсары, и на парке можно покататься. Ну, там в основном классика, говорят. Ну, в я парке там не я пробовал. была, там вообще страшная лыжня. Ага. Вот, на Зеленом лугу данное время Стой, не стой, знаю. стой, стой. Данное время я не знаю. Так, повернись, Ага. тебя было видно. Данное время не знаю, но тут трасса хорошая, потому что вчера соревнования были. Позавчера трассу Какие, хорошо городские? сделали. Лыжников, по-моему, клуба «Динамо», или я точно не могу сказать, но соревнования большие были. Ну, в смысле, не простые там горожане, Да, а люди, которые с подготовкой. с подготовкой уже более подготовлены, которые каждый год соревнуются. Вот они как раз и тут позавчера, по-моему, соревновались. И для этого трассу сделали. Поэтому мы идем туда. А какая здесь протяженность трассы? А раньше в студенческие годы, в далеком 2000 году мы измеряли, трасса была 2800, то есть 2800 метров. 2 километра. 2 километра 800 метров. А сейчас, по-моему, 2500 от силы. Даже, по-моему, меньше. То есть 2 круга, это мы грубо считаем 5 км. Это грубо. Вот так. И за сколько ты проходишь один круг? Не скажу. Ну, мне как долго тебя стоять ждать? Много времени. Там за один круг, в принципе, за 10 минут. А, с ну копейками. я уже себе представила, буду тебя ждать минут 40, пока ты Да, выходишь, нет, придешь. один круг 10 минут с копейками, но в зависимости от трассы. Сегодня, наверное, снег не скользкий, сразу скажу. 12 минут будет примерно. Хорошо, Я так... 20 ты подожди, не замерзну. Хорошо. Барды быть, товарищ. Идем. Это 2 полоски классический ход. Вот это вот классический ход называется. Жесть. Он чуть-чуть помедленнее, на 7% помедленнее, чем коньковый ход. А коньковый это которым ты пользуешься? Нет, ну я и то, и другое особо не умею, но умею, ну, хожу как могу. Ну да, коньковый быстрее, да, и лучше. А с чего ты вообще начал увлекаться лыжами? Вот я помню, что ты когда был студентом, ты же ленивым был. Нет, почему? Я студентом тоже занимался. Да? И в команде... Или это я была ленивой? Ты не путай. Окей. Я ленивый был студент, возможно, а вот лыжи нет, никогда не был ленивый. Всегда катался, даже в деревне свою лыжню Сам делал? Да, и катался от души. Но тут все условия, но единственное соревнование отменили. Какие? Еще одни должны были быть? Соревнования у нас, ну, сегодня должна была быть, по-моему, его, конечно, отменили, лыжня России. А. Да, массовый. Ну, для простых людей, не спортсменов. Да, обычно. Нет, спортсменов тоже. Там в основном побеждают как раз спортсмены. А вот простые люди для массовки? Простые люди, конечно, они имеют право, да, для массовки. Ой, подожди-ка, у тебя это все специальная же экипировка? Это да. же все не хухры-мухры? Это не хохры-мухры. Они стоят Охренеть. довольно больших денег. Для... Простите, да. на французский. Лыжи Speedmax прошлогоднего, позапрошлого года. Максимальная скорость? Не, Speedmax, ну да, Ну, это не 3D, скорость. конечно, да, но все равно для такого почти не лыжника, для обычного человека, как я, вполне подойдет. Ну, ты выглядишь прям так, знаешь, опасно, Но это я профессионально. выгляжу. Слушай, хорошо, и вот это вот ты сейчас вот по этому, ну, для меня это не Да. лыжня, для меня это просто снег. Вот ты сейчас вот так вот поедешь куда? Так, вот так мы поедем за вот эти бугорками, которые для катка сделали. Потом вот так и обходим, потом там камыши, там чуть-чуть тоже обходим. Вот То есть ты до Гемеина, да, практически? Нет, до Гамин, ну там же вот Гемеин же. до тех там. зданий, да, не сильно так далеко. И вот так приходим. И этот круг 2500, 2400. Ну, по-моему, И сколько мне времени засекать? Я пока не знаю, потому что я сейчас покачу, я же не знаю состояние трассы. Лыжи Так, я не мажу. подожди. Ага. Сейчас я включу таймер. Угу. Так, а где у меня так часы? Я сразу скажу, первый не сильно скоростной будет. Я не в форме. Так, подожди, тут видно? Нет, тут не видно. В общем, я включаю
таймер. Я не вижу, включила. Вообще отображается на камере, нет? Так, все. Я сам тоже. Я не включу, пока первый. Все, видишь, у меня все по нолям. Осторожно. Ага, по нолям. И я спокойно пойду, потому что это первый. Все, я нажала старт. Хорошо, иду. Удачи! Люди не катят, сразу говорю. Ну и пока я жду человека, это озеро Сайсары. Мы находимся позади спортивного комплекса «Триумф», где проводятся спортивные мероприятия городского, республиканского, российского уровней. Вон там дальше каток. Я ссылку на каток оставлю. Так, время 6 минут 43 секунды, 44, 45, 46. Так, а Ивана я пока не вижу. Уже увидела 2 лыжников, собак бродячих. Но на улице тепло. Стоять, ждать секундомером 7 минут вообще нормально. 9 минут и 9 секунд. Люди для ГТО, например, за 18 Чего за 18? минут 2 круга. А ты один круг за 9. До 9. Ну нормально же. Нормально, пока 2 нормально. за 18 получается, ГТО можешь сдать. Нормально, чуть медленно, конечно, а так нормально. А максимально у тебя сколько был этот круг делал? Самое быстрое, точнее. Студенческие годы было 16 было с чем-то, копейками, 15 нет, 16. То есть 8 за круг. За 8 за круг. Ну тогда круг еще больше был. 2 800. Да. Там реально 2 800 было, сейчас меньше. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Запыхавшийся такой. Еще 7 кругов, ну это само собой. Сколько? Еще 7 кругов. То есть всего 8 кругов ты делаешь? Да. В среднем 20 километров в день делаю. Но вот жалко, что здесь нет проката лыж. Например, вот у меня нет лыж. Я, если бы хотела бы присоединиться, научиться ходить на лыжах, потому что это я делала только в школе, в детстве. Здесь нет никакого проката. Здесь единственное, что вот каток, где можно взять коньки на прокат и все. А лыжи здесь нельзя взять. И это очень плохо. Вот так выглядит Триумф с этого берега озера. Сейчас хочу перейти в сквер Матери и с той стороны, с той точки поснимать. Здесь, оказывается, есть спуск к воде. Никогда не обращала внимания на это в летнее время. Вот наш ориентир Триумф. Каток. Мост. А мне еще идти вон туда, вот, к тем домам. И наконец-то я дошла до сквера Матери. Кстати, я здесь ни разу не была. Хорошее место, красиво сделали. Тут также имеется QR-код, который можно отсканировать и пришлать информацию об этом объекте культурного наследия.
Но на самом деле в Якутске оказывается достаточно фотогеничных мест. Вот даже взять этот сквер, он облагороженный, это сразу видно. И весной, когда все уже снег растает, все зацветет, здесь будет очень красиво, и здесь можно будет сделать очень красивые фотографии. И вот я оттуда вот пришла. Как обычно показываем наш ориентир, Триумф. Мне кажется, я еще никогда за всю свою жизнь не обходила это озеро пешком. И вот сейчас я уже двигаюсь обратно от сквера Матери к Триумфу, который где-то там вот находится. Иду по тропинке параллельной лыжне. И мне, кстати, не холодно. Это очень радует. Но я бы называла Якутск спортивным городом, потому что у нас очень много людей, увлеченных скандинавской ходьбой, лыжами теми же самыми, коньками. Какой это был круг? 5-й. Еще осталось? 3 точно, но потом по состоянию. Ну а самочувствие у тебя как? Мне кажется, вообще погода отличная. Супер. Кататься и кататься. Да. Людей прибавилось на лыжне, смотрю. Прибавилось, но с детьми. Не только на катке, но у меня тоже есть люди. Ну вот я говорю, на лыжне прибавилось. Лицо не мерзнет? Не, вообще нет. Погода супер. Снег уже потеплел, поэтому мои лыжи для холодной погоды, поэтому уже как-то хотя бы очень. Ну я, да, сейчас спускалась, когда с берега на озеро, там уже видно было, что уже пора снеговиков лепить из этого снега. Да. Такой снег уже. Ну а вообще, ну эта зима была теплая, это понятно. А вообще в Якутске ты до какого периода на лыжах катаешься? Ну, вообще люди катаются, в принципе... Я про тебя спрашиваю, потому что я знаю, что ты и в Алдан ездишь. Я катаюсь с конца февраля и до середины, до 10 чисел апреля. А, ну тебе еще где-то недели 3 осталось. Да. В Алдан в этом году вряд ли, в связи с этим Коронавирусом. Даже дома сидеть сказали. Поэтому вот только тут можно заниматься. Тут только недалеко теперь. Расскажи мне лучше про лыжи, а не про коронавирус. Мне про это не интересно. Обычная лыжня у меня получается, как я уже сказал, с конца февраля до середины апреля. И на закатку, или как там по-другому называют, не смейтесь, лыжники, если смотрят, в конец сезона в Алдане провожу. Там уже только чисто лыжня, с утра до вечера. Там обычно иногда, мой рекорд личный, небольшой, 50 километров в день. Офигеть. С остановками. Но все равно. Имеется в виду 25-30 утром, потом 20 вечером. Но все равно это же Вот много, так, да. мне кажется. Ну тут участок, вот озеро, равнина, а там лыжня конкретная, как реальная конкретная трасса хорошая. Ну, потому что там же наша олимпийская сборная катает. Она там тренировалась, там в основном и лыжная, и раньше биатлонная приходилось, сейчас как-то поубавилось. Лучше расскажи мне, вот ты говоришь, с конца февраля начинаешь катать, но Да. в этом году зима была теплая, а в прошлые годы, когда минус 40, тоже выходишь, что ли? В конце апреля... Ты с какой температуры начинаешь самом выходить? Температура мне ниже 25 можно выходить. Ну сколько ниже минус 25? Минус 40, что ли? Нет, то есть выше. Выше? Выше, конечно, да. Если 25, то уже подумаешь. Если 20, можно выходить, например, 22. Ну, там одежда соответствующая должна быть. Ну, ниже 25 я уже выхожу. Ну, в последнее время я стал выходить тоже ниже 20. Нет, не ниже, а выше. Да, 20, 19, вот я уже могу выходить. Вот. Ну все, счастливо тебе. Спасибо. Пока. Пока.